Кыргыз жөнүндө кеп кылганда ар ким толкунданбай кое албайт. Себеби кыргыздын байыртадан берки тарыхын, анын маданиятын, кыргыз жашаган аймактарды, ошол аймактардагы калган кыргыздын тарыхый, маданий эстеликтерди адамды эң ички, эң жогорку сезимдерге тушуктура тургандыгын мен өзүмдүн экспедицияда жасап жүргөн өмүрүмдө көп жолу кезиктирдим. Мына ошондой ааламдагы кыргыздардын бир тобу ал Памирдеки, Памылдагы Сарыкол кыргыздары. Мургабский район до 1924 года входил в состав Ошского уезда, а в 1925-29 года перешел под контроль современного Таджикистана и составлял 96% территории Горно-Бадахшанской автономной области. О том, что кыргызы жили на современном Памире, первоначальное название Сарыкол. До II века нашей эры подробно описано в эпосе Манас. По версии Сагымбая Орозбакова, в эпосе Манас описывается, что на Сарыколской земле, ныне Памире, когда-то жили предки Манаса Нугой-хан. Затем Орозду, Акбалта, Сыргак и Джакып. Джакып был отцом Манаса. В эпосе Манас ясно видно, что исходное место предков Манаса является Сарыкол. От Кашгара до Черного моря правил твой дед Нугой-хан, чтобы завоевать Сарыкол. Была очередь врагов Нугоя. Сагымбай Орозбаков. Также в родословной Санжире, сарыкольских кыргызах, в прошлом земля, на которой жили кыргызы, была разделена на 4 региона – Сарыкол, Каракол, Кенкол. Андижанские кыргызы. Сарыкол – это нынешний кругом Памир в Китае, Памир Афганистана, Индии, северная часть Пакистана и Памир Мургабского района в Таджикистане. Каракол – ныне долины Тяньшани, Джетису, Хантенгри и Иссык-Кульской области. Кенкол – от современной Чуй, Таласа, Олуята и от Урала до Алтая. Андижанские кыргызы, начиная от Ферганской долины и включая современную Бухару и Ташкент. Когда кыргызы на Алтае подняли Манаса ханом и переселились с Алтая в Талас, Акбалта, обращаясь к Манасу: «У меня есть почетное место Сарыкол. Риса больше, чем черного зерна, больше серебра, чем олова, лисиц больше, чем серых зайцев». Акбалта просился вернуться на родину, в Сарыкол, вернуться к истокам. Саякбай Каралаев. Эң баалуу материалдарды биз бүгүн издеп таппай кала турган материалдарды сактап калган кыргыздар экендиги талашсыз. Горная страна в Центральной Азии. В основном в Восточном Памире Мургабского района проживают этнические кыргызы. Мургабом преобладает высокогорная пустыня, очень суровый климат. Для северо-востока характерен резко континентальный. Лето холодное и сухое. Средняя температура на высотах летом колеблется около 11 градусов Цельсия. Ночью часто бывают заморозки. Из района увеличивается большой отток населения в Кыргызстан. Главным фактором миграции является безработица в отсутствии топлива на зимы в регионе. Древесная растительность в регионе отсутствует. Экономические проблемы вынуждают жителей высокогорного района выезжать за пределы республики на заработки. Мы предлагаем отрывок из корейского документального фильма про Мургаб. Яки предпочитают зиму и с радостью встречают метель. Неожиданная метель в июне не такая уж и редкость. Зимой сложно и животным, и людям. Самые большие неудобства домашним животным приносит снег. Когда землю накрывает плотным снежным покровом, животные не могут найти себе пропитание, в стаде начинается падеж. Голодные животные питаются даже шерстью погибших животных, а потом сами умирают от голода. Тоня. Снег идет каждый день. Погода холодная. Это все из-за высоты. Наши предки жили точно так же.
Каждый ребенок в доме имеет свои определенные обязанности. Работа найдется даже для самого маленького члена семьи. Фарзи, я помогаю папе, я выгоняю Яков в горы и привожу обратно, ищу навоз, ухаживаю за телятами. Елизи, На мне много домашней работы. Я мою посуду, убираюсь, стираю, присматриваю за ослами, даю овец, коз, яков. жены целый день ждут возвращения мужей. Гульмира, Для меня любимое время дня, когда муж возвращается домой. в горах вся вода превращается зимой в лед. Чтобы раздобыть даже каплю воды, надо растопить лед. Электричества нет, поэтому мы пользуемся солнечными батареями и масляными лампами. Зимой, чтобы была вода, топим лед. Один за другим люди покидают Памир. Здесь очень тяжело жить. Люди переезжают в Киргизстан. Большинство из них предпочитает переехать в Киргизстан, чтобы быть ближе к своим соотечественникам. Но кто-то решает остаться на земле, где родился, и дальше вести привычный образ жизни.